Аввакума в изгнании. Укрепи мя, о Боже, на великою борьбу, и пошли мне мощь Самсона, недостойному рабу, как в пустыне вопиющей, я на торжище взывал, и в палатах, и в лачугах сильных мира обличал, то на бесы мчатся с криком через болото и пустырь, черницы везут растригу, Аввакума в монастырь. Привезли меня в Андронья, тут и бросили в тюрьму, как скотину без соломы, прямо в холод, смрад и тьму. Из Москвы велят указом, что на самый край земли Аввакума протопопа ссылку вечную везли. 10 000 верст Сибири, в тундрах, дебрях и в лесах волочился я на дровнях, на телегах и плотах. 5 недель мы шли по Нерчи, 5 недель все голый лед, деток с рук ледью в обозе, лошаденка чуть везет. Протопопица бывала, поскользнется, упадет. Протопоп, ты горемычный, долго ли еще страдать? Видно, морковня до смерти, тихо с ласковым лицом. Что ж Петрович отвечает, с Богом дальше побредем. Вижу, меркнет Божья вера, тьма полночная растет. Вижу, льется кровь невинных, брат на брата восстает. Что же делать мне, бороться и на правду обличать, и скрыться от гонения, покориться и молчать? И сидел в немом раздумье, я поникшу головой. Жена ко мне подходит, тихо молвит, что с тобой. Встань, родимый, что тут думать, встань, пройди скорее во храм, проповедуй Слово Божье, смерть пришла сегодня к нам. А сегодня рано утром пред народом поведут, на костер меня растригут, и с проклятиями сожгут. Ну, звучит мне чей-то голос, и зовет он в тишине: Аввакумушка мой бедный,
видит малых деток, видит морковню мою. Потрудился я для правды, не берег последних сил. 30 лет и никоньяне я жестоко возбранил. Если чем-нибудь обидел, вы простите чудака, ведь мне пришлось немало натерпеться старику. Вы простите, не сердитесь, все мы братья во Христе, из-за всех нас злых и добрых умирал он на кресте. Так возлюбим мы же Друг друга, вот последний мой завет, всем любви, закон и верь.